Всем ассаламу алейкум. Вчера произошел конфликт между жителями села Чечмей и Сох. В ходе конфликта с нашей стороны 25 человек обратились в больницу. Двое считаются в тяжелом состоянии, двое в среднем состоянии. Также встретились представители власти с нашей стороны и со стороны Узбекистана. С нашей стороны на переговоры приехал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. В ходе переговоров обе стороны пришли к мнению, что они будут совместно контролировать пограничные территории, патрулировать пограничные территории. Вчера я загрузил видеообращение, и там очень многие люди прокомментировали жителей Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Я хочу прочитать эти комментарии, которые я выделил. Пишет Людмила Гудкова: сколько лет жили мирно с соседями, всегда решали вопросы сообща. Сейчас впечатление, что кто-то баламутит, сталкивает народу между собой. Люди, будьте мудрее и не поддавайтесь на провокации, ведь те силы этого и добиваются. Я не знаю, что именно имела в виду Людмила Гудкова, когда написала, ведь те силы этого и добиваются. Какие силы, не уточняется. Я даже понятия не имею, какие силы специально сталкивают народ. Дальше пишет Гладиаторс Freedom: ты молодец, правильно говоришь, но здесь никто не скажет, что он не прав. Но по моему мнению, границы должны жестко начертены на карте, и это должен сопровождаться юридически. Гладиаторс Freedom говорит правильно. Надо четко обозначить границы, натянуть колючие провода, и я думаю, в этот момент уже конфликт будет исчерпан. Даже если не навсегда, но на какое-то время, на долгий срок конфликта не будет. Пока есть эти колючие проволоки, точно обозначенные границы, конфликта не будет. Я надеюсь на это. Дальше пишет Сенч, такой ник у него, видимо. Но вы знаете, братья кыргызы, пишет, что население Сох страдает уже 30 лет. Нас уже мучает эти проблемы давно, когда это закончится. Например, ваши таможенники и пограничники берут денег с каждого человека. Не дашь, не пропустит. Потом из Соха до КПП Кадамджая 2 или 3 точки стоят гаишники, и им надо давать по 20 тысяч сумм. За что братья киргизы потом до сих пор нас кидают камнями, когда едем на машине, это село Охна, потом село Орозбек. Вот поэтому у народа уже терпение лопнуло, пишет этот человек. Я не знаю, кто написал, мужчина или женщина, видимо мужчина. Уважаемый Сенч, брать взятки — это нарушение закона. Такие люди не должны служить в органах. Но давать взятки — это тоже нарушение закона. На дачу взятки есть то же самая статья, что и на взятку, да? Так что вы не давайте взятку. Обращайтесь в правоохранительные органы, которые смотрят именно на дачу взятки. И на дачу взятки, и получение взятки. Узтехник пишет: этих людей можно понять. Они живут далеко от цивилизации, у них нет интернета, нет образования. Люди, чтобы им объяснили, существует пограничная полиция. Пускай разбираются сами. Зачем бить друг друга, поджигать дома? Просто объясните им, которые вы наносили ущерб, их будет покрывать ваше государство. И даже дураку понятно, государство откуда берет деньги. Это из нашего и вашего кармана получается. Никто ничего не выиграл, просто на себя нанесли ущерб. Да, он пишет.
Написал этот человек очень много грамматических ошибок. Я постарался в ходе чтения сразу их поправлять. Он пишет, что в этих территориях, где произошел конфликт, люди не образованы и у них нет интернета. Хочу сказать тебе, Устехник 95, я хорошо знаю эти местности и хорошо знаю этих людей, которые живут в этих местностях. У них прекрасное образование, у них есть интернет, есть цивилизация. Что касаемо вашей стороны, я не знаю, я там не был. Еще что он пишет? Так, пишет то, что государство как бы возместит ущерб, но эти деньги, он говорит, с наших карманов и с ваших карманов. Возможно, она так есть, я не буду насчет этого спорить. Но хочу сказать, те люди, которые живут там, они образованы и цивилизованы, и у них есть интернет. Будучи живя в столице, человек тоже может быть необразованным. Это не зависит от местоположения человека, это зависит от самого человека. Очень тяжелый ник, видимо, просто разброс клавиатуры получается. Пишет вот так. Говоришь правильно, но надо тебе побольше обращаться к киргизам, а именно не гражданам Киргиза, а гражданами Киргиза. Он имеет в виду, ты должен обращаться не к киргизам, а жителям Кыргызстана, имеется в виду узбекам, таджикам, кыргызам, которые живут в Кыргызстане. Граждане Киргизии могут являться также таджики, которые за всю историю не участвовали ни в одном межнациональном конфликте, а сегодня в пограничном городке Айдаркен десятки кыргызов призывали сжечь дома таджиков только из-за того, что был конфликт с таджиками из Узбекистана. Это разве справедливо? Среди кыргызов слишком много нарциссов. Это всем известно. Таджики, которые проживают в Айдаркене, да и в других городах Киргизии, являются гражданами Киргизии, так же, как любой кыргыз. Такие призывы приведут к тому, что жить в Киргизии будет практически невозможно. Будет так же, как в некоторых арабских странах. Если ты будешь призывать кыргызов к миру, тебе будет благодарны многие, говорят. Я никогда не призывал кого-либо делать какой-либо конфликт или еще что-то. Но он говорит правильно, призывая людей к миру. Все мы призываем людей к миру, но я думаю, во многом этот человек ошибается. Допустим, в моем окружении нет нарциссов. В моем окружении есть друзья. И узбеки, и таджики, и кыргызы, и русские, и татары. И другие национальности. Между нами никогда не было конфликт из-за нарциссизма. Возможно, она где-то есть, но, как говорится, нет плохой нации, есть плохие люди. Я не хочу осуждать этого человека к чему-либо, но он обвиняет многих жителей именно города Айдаркен, что они призывали кыргызов сжигать дома таджиков, которые живут в Кыргызстане, получается. Не дома таджиков в Таджикистане или в Узбекистане. Он пишет то, что кыргызы призывают сжигать дома таджиков, которые живут в Кыргызстане. Здесь он очень сильно ошибается. Так. Все, то, что я выделил, это 5 комментариев. Остальные комментарии вы можете сами прочитать под видео, которое я загрузил вчера. Я ссылку на это видео оставлю в описании. Очень многие отнеслись положительно к моему мнению. Всего лишь малое количество, 5%, негативно отнеслись к моим высказываниям, вчерашним высказываниям. Что я хочу добавить от себя? Любой человек, будучи прав он или не прав, когда враг наступает на твои земли, неважно, надо защищать свою землю. В первую очередь себя и свою землю.
Даже если ты прав, даже если ты виноват, но когда наступает враг на твою землю, наступает в твой дом, ты вынужден защищаться. Но я не хочу никого призвать к какому-то разногласию, да, чтобы сталкивать народ между собой. Я этого, естественно, не хочу. Я хочу, вот наши власти переговорили и уехали, но жители остаются жить в этих местностях, да? Они не уехали, они и не уедут, они останутся жить. Просьба не нарушать пограничные законы, наверное, так будет правильно говорить, да? Не конфликтовать между собой, жить дружно. Надеюсь, я никого не оскорбил, это чисто мое мнение. Я очень стараюсь никого не обидеть, никого не оскорбить. Я просто хочу, чтобы жили дружно, чтобы не было конфликта. Сегодня этот конфликт произошел, то есть вчера произошел это в селе Чечме, Кадамчайского района. Почему я так сильно переживаю? Возможно, этот конфликт будет и на моей земле, то есть на моей улице. Поэтому я сильно переживаю, поэтому не хочу никакого конфликта. Я хочу просто жить дружно и мирно. Все, всем ассаламу алейкум. Надеюсь, вы меня поймете правильно.